Симферопольцу Руслану Москвину было всего 47. Мужчина с крепким здоровьем, как говорят родные, умер за 9 дней. Это последняя его аудиозапись. Руслан рассказывал друзьям, как с хрипами в легких и температурой за 39 уговаривал скорую забрать его в больницу. В общем, доверил девчонке, заберите меня. Я говорю, ничего нет, не можем, мест нету. Вот так вот, жди. Если у тебя будет результат на ковид положительный, естественно, тут уже Роспотребнадзор сам приедет, тебя заберет. Утром звоню компьютерную томографию. 3500 рублей стоит. Ничем помочь не можем. Очередь аж только на субботу. В больницу Руслана не забрали, он умер. Ни родные, ни журналисты крымских СМИ до сих пор не увидели результат его теста на ковид. В заключении о смерти написано «неуточненная кардиомиопатия». А родные Руслана попали в больницу с диагнозом вирусная пневмония. В конце сентября Лилия узнала, что у нее ковид. Томография показала поражение легких на 25%. Из поликлиники к ней никто не приехал, поэтому они с мужем искали знакомых врачей и медсестер. Хотя Министерство здравоохранения Крыма заявило, что больных с легкой формой инфекции будут лечить на дому. Нет, не становится хуже. Вы можете взять мой пост, телефон, я сразу начинаю задыхаться. В публикации на странице Facebook Лилия написала: «Скорая забрала ее, когда она уже задыхалась». А сатурация легких была 74 при норме 90. Пишет, что мест катастрофически не хватает, тогда как представители российской власти уверяют, что все под контролем. Большое количество было жалоб за неделю. В первую очередь это жалобы были по отказу по госпитализациям, по пневмониям. Однако там за выходные дни, здесь Александр Иванович расскажет потом уже в своем докладе, там практически больше 400 человек госпитализировали, причем с тяжелыми пневмониями, так или иначе. Острота, вот с точки зрения того, что кто-то не был госпитализирован, вот на сегодняшний день, я по датам, по обращениям, по всем, то есть анализ каждый день там делаем, видим, что на сегодня спало. Вы рапортуете, что с койками в Симферополе все нормально, всем хватает. Что вижу я? Люди лежат в коридорах и даже чуть ли не на полу. Это норма. Мне моя койка досталась всеми правдами и неправдами. Почему я сама должна искать себе койку, когда я задыхаюсь? Скорые, которые надо ждать по 15-16 часов, забирать никуда не хотят. Почему не открывается этот огромный новый медцентр «Семашко»? Новый медцентр республиканской больницы имени Семашко официально сдали в эксплуатацию 8 октября. Он рассчитан более чем на 730 больных. Открыть его пытались уже 7 раз. Объект строился по личному поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина для повышения качества здравоохранения в Республике Крым. По последнему слову техники построено, объект завершен. Поэтому всех с этим поздравляю. Вот только медцентр не собираются использовать для лечения больных коронавирусом, поскольку считают, что мест и так хватает. С учетом того, что мы внедряем амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом по ряду показаний, то у нас происходит планомерное освобождение коек для пациентов, которым показано лечение в стационарных условиях. Поэтому, имея на данном этапе данный баланс, мы не видим экстренной необходимости открывать новый стационар под пациентов с коронавирусом. Крымские блогеры рассказывают другое. Мест и врачей не хватает, утверждают они. 3-я поликлиника. Именно туда ходил мой родственник и сидел в очереди там 12 часов, представьте. 12 часов сидеть в очереди, это представьте сколько людей, которые принимают больных. Еще один блогер, Заир Бакал, говорит, что крымчан не забирают в больницы даже с диагнозом пневмония, потому что нет мест. Дома лечили учительницу, которая умерла. Умерла учительница. Ее звали Светлана Вячеславовна Химич. Вызвали скорую, которая приезжала и, со слов друзей, откачивали кислородом учительницу, делала укол и уезжала. Скорая помощь, отказывая в госпитализации. Цитата: «Лечитесь дома, мест в больницах нет». Также был вызван участковый врач, который дал направление на госпитализацию, но произнес то же самое: мест нет. Вот еще одна история крымчанина, которого не хотели класть в больницу с тяжелым неврологическим заболеванием. Поясняя, что мест в больницах не хватает и профильных врачей тоже. Об этом нам рассказала его дочь. Из соображений безопасности мы скрыли лицо этого человека и изменили голос. Его категорически отказывались госпитализировать, и объяснение было одно. В больнице ковид, и это не экстренный случай. То есть лежачий больной, человек, который внезапно в один день перестает ходить, начинает ходить под себя, это, оказывается, не экстренный случай. Везде одна отговорка.
больнице ковид. Врачи болеют ковидом. Сами врачи об этом говорят. То есть у нас нет врачей, потому что все болеют ковидом. После того, как у мужчины диагностировали двустороннюю пневмонию, место в больнице для него нашлось. Но кошмары для близких не закончились. Это красная зона, и туда невозможно не войти. То есть ты не можешь проверить, что с твоим родным. Позвонить туда ты можешь только на горячую линию. Лечащего врача как такового не существует. А существуют бригады, которые сменяют друг друга посуточно. Ты можешь по несколько суток теряться в догадках, что с твоим родственником, что с твоим близким человеком. Жив он или мертв. У нас была такая же ситуация. Часто больных из Симферополя везут в ковид-больницы в других регионах. В Бахчисарай или в Армянск за десятки или сотни километров. Одна из пациенток, которая сейчас лечится в Армянске и попросила не называть ее имя, рассказала нам. По ее наблюдениям, там не хватает персонала и медикаментов, но врачи боятся об этом говорить. Нет очень важного, насколько я сумела понять, препарата гепарин. Пожилая женщина с сахарным диабетом поступила в более-менее нормальном состоянии. Потом ей стало не хватать кислорода, подключили к аппарату. Ей открытым текстом предложили попросить родственников привезти ей этот гепарин. А родственники больной живут в Симферополе. В конце концов, гепарин медики все же принесли, но состояние в ожидании сильно ухудшилось. И сейчас она лежит под кислородом. Слышу, периодически плачет, как ей плохо. Строго запрещено персоналу говорить о нехватке лекарств. Они говорят об этом шепотом, по секрету, потому что их обвиняют в вымогательствах. Мы обратились за комментарием в подконтрольное России Министерство здравоохранения Крыма. На момент выхода программы ответа не получили. В клиниках, которые перепрофилировали под борьбу с коронавирусом, медикам доплачивают так называемые ковидные надбавки. В обычных больницах медперсоналу нужно доказывать, что они работали с такими больными. А делать это, со слов медработников, очень сложно. Очень мало берется тестов. Для того, чтобы взять тест у больного, вот именно в нашей больнице, это надо созвониться с главврачом, он должен разрешить, потом он может еще и не разрешить. Они могут сказать, что мы взяли мазок, потом мазок пришел отрицательный, потом положительные результаты куда-то теряются из истории, и этих выплат добиться очень сложно. Мы вот за все время добились только по одной больной выплаты. И то там вычисляли, кто к ней подходил, всем остальным не положено. Ну, это вообще очень страшно. Медперсонала не хватает, поскольку в больницах начали массово болеть сами медработники, рассказывает Ирина. Почему в больнице, допустим, не хватает сотрудников? Девчонки работают сутки через сутки. За счет чего? За счет того, что выплат этих всех обещанных нет, а риск есть. Причем средств индивидуальной защиты как таковых, маска. Маску выдают максимум, ты можешь себе выпросить 2-3 на сутки. Ты их никак не поменяешь каждые 2 часа. И ты за этот риск ничего не получаешь. Так люди уходят хотя бы в эти ковидные госпитали, получают хорошие деньги, имея все средства индивидуальной защиты, и зная за что. Поэтому часть уходит туда, часть заболевает, идет на больничный, и остается единицы, которые работают за всех. Под публикациями Аксенова, который пишет, что ситуация на контроле оперативного штаба и просит придерживаться масочного режима, крымчане оставляют комментарии с возмущениями. А раньше нельзя было ужесточить масочный режим? Или надеялись на авось? У них же фестивали, высокие гости, деньги. Воду разбазарили за лето. Местные на последнем месте. Да аж смешно, хотя сейчас далеко не до смеха. Когда у нас болело 4 человека, все сидели на самоизоляции. А теперь ежедневно болеют около 200 человек. У нас все хорошо, все в пределах нормы, зато курортный сезон провели. Браво! Но Сергей Аксенов заявляет, курортный сезон к ковиду никакого отношения не имеет и не повлиял на заболеваемость. В октябре министр курортов Крыма, подконтрольной России, заявил, что курортный сезон продолжат, несмотря на ковид. Дополнительных требований к отдыхающим не будет. Карантин при приезде или обязательное тестирование всех приезжающих, это пока не обсуждается.
на данный момент не обсуждается, то есть действуют те же правила, которые существуют для всех. Вы знаете, то, что при поступлении в санаторно-курортное учреждение нужно иметь справку об эпидокружении, так называемую. Хотя некоторые средства размещения, имея право, в принципе, просить тестирование либо организовывать его, это делают. От всего числа больных пневмонией более трети болеют дома, а не в больницах. И эта статистика растет. Не радужные сегодня цифры по заболеваемости внебольничными пневмониями. Внебольничные пневмонии по-прежнему растут. Расшифровка их сегодня составляет порядка 37%. Это несколько ниже, чем на прошлой неделе. И за прошедшую неделю выявлено 1693 случая внебольничной пневмонии в целом по Республике Крым. Блогер Барденюк не доверяет официальной статистике заболеваемости коронавирусом. На этой неделе подтвердилось 1210, по-моему, если не ошибаюсь, пневмоний. И они у нас в счет в коронавирус не идут, помните все, да? В принципе, считайте, сколько человек в день заражается по-настоящему. Не те, что нам показывают, а вот то, что еще не считают. Крымская правозащитная группа сообщает со ссылкой на свои источники в Крыму, что на полуострове действует негласное распоряжение скрывать реальное количество людей, умерших от коронавируса. В других источниках подтверждения этому нет. По официальной статистике, за период пандемии в Крыму умерло больше 180 человек. Алексей Дорогань для Крым Реалии.